Кузнецова Екатерина Федоровна. Работаю в областном этнографическом музее, работаю реставратором, художником-реставратором. Работаю я с 1983 года. Через мои руки прошло очень много экспонатов. Много экспонатов музейных фондов я хорошо знаю. Одной из лучших наших коллекций это является коллекция поясов. Я не могу вам называть точное количество поясов и поясков, но их очень много, и это очень ценные экспонаты, которыми гордится наш музей. Пояса бывают разные по изготовлению. Это вязаные, плетеные, тканые и изготовленные из ткани, так называемые кушаки. Я могу показать образцы, которые попали мне в работу в настоящее время. Пояса изготавливались из магазинной шерсти, так называемой гарусной, тонкой шерсти. Их покупали в магазинах и использовали. Но это уже в более позднее время, когда появилось промышленное изготовление нитей. Вот такой вот тонкий, изящный орнамент из тонких магазинных нитей, гарусных нитей. Кстати сказать, их очень любит моль. Как-то она им очень нравится. Вот такой тоже пояс изготовлен из гарусных нитей. Изящный очень рисунок, с древней традиционной рисунок, символика. Так, а вот пояс, образец ниток домашнего прядения. Такие нитки изготавливались хозяйкой на дому и красилась своими красителями, иногда даже и природными, а иногда покупные были краски. Такой пояс, нити такого пояса более толстые. Вот. И получается вязание более плотным. И такие пояса шли на верхнюю одежду. На тулупы, зипуны, шубы, полушубки. Пользовались как мужчины, так и женщины. Одевались на зимнюю одежду. А вот пояс более тонкий. Он изготовлен из гаруса. Богато украшен кистями, опушкой. Опушка состоит из цветных пуговиц, бисера. Мало этого, он еще украшен, и этот пояс еще именной. Вот. Здесь написана принадлежность пояса, для кого он ткался, или имя мастерицы. Такие пояса особенно ценны для нас. Вот такой пояс очень напоминает кушак, хотя он и тканый, но вот у него края обшиты хлопчатобумажной тканью. Возможно, это был сначала пояс, а потом, когда им пользовались, растрепались края, и его обшили тканью для сохранности. Поясом русские люди пользовались от рождения и до конца, до кончины. Рожденный ребенок побивался тоненьким поясочком, который назывался опоясочек. Ходить без пояса было грешно, потому что человек без пояса считался нарушивший традицию, обряд и как бы потерявший совесть. Одна из моих работ, которую я закончила реставрировать, вот, это фрагмент подзора. Подзор этот интересен тем, что он вышит тамбурным швом. Вышивка тамбурным швом пришла к нам из глубокой древности. Изделия, украшенные тамбурным швом, находят до сих пор даже в раскопах. Ей такой вышивкой украшали кожаные халаты, украшали войлочные изделия, украшали текеметы. И эта вышивка пользуется до сих пор. Тамбурный шов
вышивка тамбурным швом делается специальным крючком или иглой, но в основном это крючок. Вот такой вот. С чем интересна такая вышивка? Древнейшая вышивка несла в себе большой магический смысл. Во-первых, она была также оберегом, как и у русских. И здесь она переносила своим будущим поколениям пожелания плодородия, здоровья. А плодородие заключалось не только в том, что там что-то вырастет на полях, но это и стада, увеличивающиеся стада животных. Это плодородие женщин, это плодородие, это увеличение, это многочисленность рода, процветание рода. И вот фрагменты такой вышивки передавали. Сейчас, в настоящее время, конечно, очень многое утрачено. Мы уже не знаем значения вот каких-то завитков, каких-то там элементов. Но задача наших музейных сотрудников, наших специалистов, это до конца разгадать и передать в дальнейшем нашим людям историю своих ремесел. Вот передо мной еще модельный коврик. Но здесь уже вышивка довольно современная. Это уже вышивка гладью. Вышивка сделана современными нитками. Вот здесь вот на этой вышивке можно сказать, что нитки катушечные, хотя вот они довольно хорошей окраски, и они не полиняли после длительного применения, они не полиняли, сохранили свой цвет. Здесь ниточки мулине. Это ниточки фабричного изготовления, более стойкие к температуре, к стирке. Вот. Вот такой молельный коврик. Работая с экспонатами, когда я работаю иглой, когда у меня заняты руки, а голова свободная, я часто думаю о мастерицах, которые работали с данным предметом. Я представляю, как они вышивали. Это могло быть вечером, в свободное время. Женщины всегда старались украсить свой быт. Не всегда богатые и пользовались подручным материалом, то, что было. И наша задача музейных сотрудников, музейных работников сохранить все то, что нам досталось от наших предков. Реставрация должна быть очень щадящей, сохраняющей руку мастера. Реставрация должна быть незаметной. Это одно из правил реставрации. Ну и на этом я хочу закончить, что без прошлого нет настоящего. Мы должны хранить, беречь и передать наше историческое наследие нашим будущим. Ну вот, кажется, и все.